Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем об убийстве женщиной своего сына. Она задушила его собственными руками и считает это актом гуманизма. Что считает обвинение? Покажем, какие напитки изготавливал мужчина в подвале казанской многоэтажки. Вот мои вина, которые здесь лежат. Вот эта бочка, там я его храню чачу. И рейд автоинспекции по выявлению нетрезвых водителей. А также тело мужчины на автостоянке в Казани и выявление тонированных машин по всему Татарстану. Это и не только прямо сейчас. Она убила своего сына, как уверяет, из-за большой любви к нему. Так считают родственники 59-летней Надежды Овсянниковой, которую обвиняют в убийстве. Согласно уголовному делу, женщина собственноручно задушила своего 32-летнего сына. И это считают актом гуманизма. Сегодня дело начали рассматривать в Приволжском районном суде Казани. Надь, все хорошо, мы здесь, Надь, мы с тобой. В сопровождении конвоя, скрыв лицо, подсудимая прошла в зал суда. 59-летнюю Надежду Овсянникову обвиняют в убийстве своего 32-летнего сына. По версии следствия, в ноябре минувшего года она задушила его собственными руками. Сегодня в зал суда пришли ее родственники поддержать. Они же являются свидетелями обвинения. Потерпевшим по данному уголовному делу признали родного брата подсудимой. В зале суда он не смог сдержать слез. Одна работала. Родственники считают, что она пошла на убийство сына из-за большой любви к нему. Погибший страдал психическими и физическими заболеваниями. По его словам, подсудимая пыталась вылечить своего сына. Возила в платной клинике, но ему становилось только хуже. Она позвонила мне зимой, я приехал сюда. Она сказала, Женя, ревет, приезжай, я приехал. Стали с ней решать. Но он говорит уж и жить, что неохота. Рассказывают, препараты, которые принимал мужчина, помогали, но физическая боль порой становилась невыносимой. В ноябре минувшего года, видимо, страдания были настолько сильными, что ее сын стал буквально уговаривать свою маму причинить ему непоправимый вред. Нервы женщины не выдержали. Силой сдавила шею последнего, ранее присканной ей в квартире, поясом, применив его как предмет, используя в качестве оружия. Смерть Овсянникова наступила через непродолжительное время на месте происшествия от лучше-газомеханической асфиксии вследствие сдавления органов шеи тупым предметом. Таким образом, Овсянников совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». После убийства женщина сама вызвала полицейских. Ее задержали. Вину она признала, но сегодня, увидев журналистов, отказалась давать показания на процессе. Я не буду ничего говорить, даже мне и так очень тяжело и плохо. Я не хочу, чтобы это все на всеобщее обозрение мою боль выставляли. Сегодня в суде допросили потерпевшего и начали допрос основных свидетелей. Нафиса Минязова, Наиля Абдулин, вызов 112. 48-летний житель Бугульмы пострадал от рук своей же супруги. Следователи установили, что влюбленные выпивали в одной из квартир на улице Путейская. В какой-то момент поругались, и женщина схватилась за нож, ударила им мужа в грудь, после чего сама же вызвала медиков. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Лежащее на земле рядом с одной из машин тело мужчины без признаков жизни обнаружили прохожие на одной из автостоянок на улице Губкина. Мужчине на вид было около 50 лет, одежда была грязной, и местные жители предположили, что это человек без определенного места жительства. Признаков насильственной смерти при первоначальном осмотре не обнаружили, но окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы. 5 человек спасли огнеборцы в Бугульме. В одном из домов на улице Салиха Сайдашева горели вещи на лоджии и в комнате двухкомнатной квартиры. Пожар был на 1-м этаже. Помощь спасателей понадобилась 3 жителям из соседней квартиры и 2 с верхнего этажа. Надев на них дыхательные маски, огнеборцы вывели их на улицу. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования. Около 2 тонн алкогольной продукции изъяли полицейские у казанца. Они установили, что мужчина организовал в подвале многоквартирного дома подпольный цех. Он изготавливал спиртные напитки и продавал их своим постоянным клиентам. Что ему за это грозит, расскажем далее. Вот мои вина, которые здесь лежат.
Вот это бочка, там я его храню чачу. Вот здесь что за это? Там дистиллят, что это такое? Да, это тоже чачу. Ну, то есть браш, Прага, из которого я делаю вино. Мужчина с гордостью рассказывает о своих запасах и методах изготовления алкогольной продукции. Здесь, в подвале обычного многоквартирного казанского дома, он сам изготавливал вина, коньяк и виноградную водку. Берем вот такой мерник. От 40. Полицейские выяснили, что изготовленную алкогольную продукцию он продавал под видом привезенной из другого региона. У него были постоянные покупатели, в их числе житель Нижнекамска, которого с приобретенным фальсифицированным алкоголем задержали полицейские Алексеевского района. В общей сложности из подпольного цеха изъяли около 2 тонн алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Также части 1 статьи 171 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание по данным статьям – до 6 лет реального лишения свободы. Татьяна Тимошенко, Нафиса Минязова, вызов 112. Водитель «Лады Веста» пострадал в результате столкновения с Kia Rio на улице Пушкина в Казани. По предварительной версии, водитель Kia разворачивался через двойную сплошную линию. «Лада» двигалась прямо на зеленый сигнал светофора и врезалась в неуступивший дорогу автомобиль. Оформлять аварию водители отправились в Центр оформления ДТП. Ущерб виновнику придется возмещать самому. Обязательной страховки нет ни у одного из водителей. Под утро водитель «Лады» почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь. Врачи подтвердили, что ухудшение самочувствия, вероятно, результат произошедшей аварии. 16 нетрезвых водителей попались в руки автоинспекторов за выходные в Казани. За 2 месяца текущего года в Казани задержали 577 автолюбителей. Они сели за руль в состоянии опьянения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, согласно статье 12.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации, предусмотрено наложение административных прав в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. А сегодня утром подозрение автоинспекторов вызвало поведение водителя «Джили». Мужчину остановили на улице Серова после того, как он не пропустил пешехода. И во время оформления нарушения автоинспекторы заподозрили, что он может находиться в состоянии опьянения, возможно, даже наркотического. Для проведения медицинского освидетельствования мужчину доставили в больницу. По всей республике, в том числе и в Казани, автоинспекторы устроили облаву на любителей темноты в салонах автомобилей. За несколько часов рейда выявили более 360 автомобилей, стекла которых были затонированы с нарушением норм. Первый нарушитель попадается автоинспекторам в первые минуты рейда. Вооружившись прибором, сотрудники выявили, что водитель переборщил с темнотой в салоне своего автомобиля. Рейд проводили по всей республике. За нарушение требований к светопропусканию автостекол привлечено более 360 автомобилистов, 11 из которых задержаны за повторное управление. Из них 5 нарушителей понесли наказание в виде административного ареста. Согласно требованиям, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. И если этот норматив автомобилисты не соблюдают, ездить на этой машине, говорят автоинспекторы, нельзя. В противном случае водителей ждет штраф в размере 500 рублей. Но это только на первый раз. И если в течение 10 суток нарушитель не снимет тонировку, ему придется заплатить уже до 4000 рублей или отправиться под административный арест до 15 суток. Госавтоинспекция города Казани обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои транспортные средства в соответствии с техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Всего по республике с начала года за тренировку с нарушениями к ответственности были привлечены около 5000 водителей. 35 из них попались повторно. Диляра Исупова, Нафиса Минязова, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.